Белорусская АЭС строится так близко от Вильнюса, что в солнечный безоблачный день ее уже видно в бинокль с вильнюсской телевышки. Официальный Минск и российская корпорация «Росатом» опровергают серьезность аварии. Инцидент действительно был, но корпус реактора не поврежден и готов к установке, заявили в «Росатоме». Такие объяснения Литву не удовлетворили, а Министерство иностранных дел уже формулирует очередную ноту протеста. Беларусь уходит от ответов на вопросы о безопасности, не желает пустить наблюдателей, и это все время вызывает у нас беспокойство. Повторяющиеся аварийные ситуации показывают, что наши опасения были обоснованы. Жители столицы Литвы за строительством станции следят. Любые новости о БелАЭС становятся главными, ну а к будущему соседству относятся с беспокойством. Хочется каких-то гарантий, чтобы нас заверили, что она будет безопасной, чтобы мы жили спокойно, чтобы мы получали хотя бы информацию вовремя, а не как в советское время, когда нам постоянно лгали. Я негативно отношусь к этой станции. К мнению людей не прислушиваются, и пугает то, что появляются новости о несоответствии безопасности. Об этом умалчивали с 10 июля, но как соблюдаются технические регламенты при строительстве данной станции, я честно не знаю. Нам это вообще не говорят ни белорусам, то есть власти наши молчат об этом, но мне кажется, что все же эта информация немножко мутная, что-то там происходит. Неудивительно, что с таким настроем одной из местных партий с легкостью удалось собрать подписи жителей для внесения в парламент закона, который запрещает транзит и покупку электроэнергии из белорусской АЭС. Люди очень охотно подписывались. Было очень мало людей, которые, грозя пальцем, говорили, что «батька вас еще научит». Все люди напуганы этим островецким монстром. Основной потребитель белорусской электроэнергии, как предполагается, будет Швеция. В Швеции закрываются местные атомные электростанции и прогнозируется дефицит электроэнергии. Если заблокировать саму возможность продажи электроэнергии на Запад и в страны Скандинавии, то экономическая основа АЭС развалится, и строительство просто заморозят, уверены литовские политики. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Литва.